В тени большой истории, к сожалению, остаются немало интересных моментов, особенно региональных. Так, гражданская война для большинства из нас известна только боем на Сагылсыгы. Однако на территории Якутской области и в его окрестностях бывали и перестрелки на пароходах, бой артиллерии по жилым домам, а также кровопролитные засады с несколькими десятками жертв. Но обо всем по порядку. Начало марта 1922-го. Самый разгар гражданской войны в Якутии. 2/3 территории будущей ЕССР под контролем противников большевиков. Сам Якутск в осадном положении. Прекратился не только подвоз продуктов, но даже и дров. Так что для отопления была разобрана часть Якутского острога. Из Иркутска на помощь красным спешит свеженазначенный командующий вооруженными силами РККА Якутской губернии Нестор Каландрашвили. Отряд Деда, как его называли, был замыкающим из нескольких эшелонов и состоял из около сотни штуков. Он благополучно прошел через Мухтую, нынешний Ленск, Алекминск, Синск, Покровское и остановился 5 марта на ночь в Техтюре, западно-Кангаласского улуса. Отряд белых уже знал о движении красного обоза и своевременно переправился через Лену и подготовил засаду на протоке Харсык. Каландрашвили, уже прошедший больше 98% пути и не встретивший никакого сопротивления, спешил как можно быстрее попасть в Якутск и проигнорировал предупреждение о возможных нападениях. Первые подводы выехали уже в 5 утра. Впереди шло лишь подобие разведотряда. Опытные повстанцы, состоявшие из около 130 человек, укрывались за тальником и снегом. Благополучно их пропустили, и только тогда, когда основной эшелон с Дедом, ехавшим в закрытой повозке, дошел до них, прозвучал первый залп. В первую очередь стреляли по коням, из-за чего сразу получилась закупорка протоки. По всей видимости, отряд Каландрашвили явно не ожидал нападения. По свидетельству одного из нападавших, описанной в книге Владимира Пестерева «Гражданская война на северо-востоке России и антикоммунистические выступления в Якутии», солдаты свои ружья положили далеко под одежду и другие вещи. По разным данным, погибли от 50 до 100 человек. Сам Каландрашвили был убит несколькими пулями при попытке выскочить из повозки. Белые смогли захватить более 40 винтовок, 3 пулемета и 4 ящика патрона. 37-миллиметровая пушка к тому моменту только выезжала из Техтюра, поэтому ее не смогли затрофеить. Гибель штаба Каландрашвили привела к замене военно-политического руководства Якутии и до сих пор покрыта белыми пятнами. Разнообразных теорий очень много, начиная от желания прекратить красный террор самими якутскими большевиками, а Нестор Александрович был известным сторонником крайних мер, до безалаберности самого сибирского деда.